День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем сегодня. Встреча с риском для жизни. Лесные пожары гонят медведей к населенным пунктам Якутии. Что делать, если встретился с хищным зверем? Готовь сани летом. Теплоснабжающая организация «Алдана» продолжает подготовку объектов к зиме, однако средств на все работы может не хватить. Будущее Якутии. АИСа Николаев наградил учащихся, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ и демо-экзаменов. Мы пообщались с лучшими юными умами. Уникальные исторические артефакты. Найдены фрагменты сооружений якутского острога 17 века. Что удалось раскопать специалистам? Теплая встреча в 17-й раз. В Москве в парке Коломенское с размахом отметили якутский национальный праздник Исэх. Расскажем подробности. Почти 620 лесных пожаров на общей площади 1 миллион 200 тысяч гектаров потушили в Якутии с начала сезона. На сегодня действует 86 очагов на площади 680 тысяч гектаров. Всего пожары фиксируют на территории 19 районов республики. Тушат огонь 1650 человек и 135 единиц техники. В регионе продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера. Режим ЧС муниципального уровня сохраняется в 7 районах – Абыйском, Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Ленском, Усть-Майском и Алекминском. Также указом главы республики с 26 июня установлен особый противопожарный режим на территории республики Саха-Якутия. Особый противопожарный режим продолжает действовать на территориях Алданского, Амгинского, Вилюйского, Верхоянского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Намского, Сунтарского, Среднеколымского, Тампонского, Татинского, Хангаласского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Усть-Майского района и также на территории городского округа город Якутск. В том числе из-за лесных пожаров в республике отмечается рост случаев выхода медведей к населенным пунктам. Что делать, если встретился с хищным зверем, расскажет Даяна Федорова. Кадры из Амгинского района. Медведь проник в дом фермеров. Люди едва не стали жертвой хищника, подойдя к своему жилищу. К счастью, амгинцы Дмитрий и Туяра Марины вовремя среагировали и оказались на безопасном расстоянии. Когда зверь высунулся из окна, опытный охотник Дмитрий метким выстрелом ликвидировал хозяина тайги. Потом подошел мой отец и застрелил еще 2 раза. И на этом все. По ощущениям, по шкале, страх, как бы сказать. Если 10, то 8 по шкале страха. Незваным косолапым гостем оказался 9-летний медведь. Однако, как утверждают специалисты, чаще всего в населенные пункты забредают молодые особи. Причин появления хищников много. В основном люди устраивают свалки у дорог и на окраинах леса. Кто-то и вовсе подкармливает косолапых. Также свои ареалы обитания вынуждают покидать и действующие лесные пожары. За последние годы заметно увеличилась популяция бурых медведей. По данным за прошлый год на территории Якутии насчитывается порядка 20 тысяч. Когда медведь заходит в населенные пункты, конечно же, человеческая жизнь важна. Поэтому его обычно, как правило, обстреливают. Животное отправляется на исследование в Институт биологии. И мы как раз, наша организация, мы как раз проводим исследования, что с ним было, болел ли он, какие причины, возможно, физиологические в нем были, что он зашел в населенный пункт. По закону ликвидировать медведя без разрешительных документов запрещено, но в случае семьи Мариных все необходимые лицензии были на руках у опытного охотника. С начала года вынесено 180 решений о регулировании численности бурых медведей на 235 особей. За первое полугодие текущего года ликвидировали 89 хищников. По факту случившегося в Амгинском районе села Абага добычи медведя, по нему уже предварительно было вынесено решение о регулировании численности с представлением угрозы жизни и здоровью. И установленные сроки, указанные разрешением, медведь был отрегулирован.
Для того, чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с медведем, необходимо сохранять спокойствие и оценить ситуацию. Если медведь двигается по направлению к вам, внимательно следите за тем, не меняется ли его поведение. Постарайтесь не выглядеть угрожающе, дайте понять, что вы человек. Ни в коем случае не кричите и ничего не бросайте в медведя. А самое главное, не стоит бежать. Вы не сможете убежать от хищного зверя. Оказаться лицом к лицу с обороняющимся медведем может быть страшным испытанием. Нападения бывают двух типов – оборонительное либо хищническое. Ваша первая реакция в обоих случаях должна быть одинакова – ни шагу назад. Например, можно притвориться мертвым. Если же медведь нападает, постарайтесь оказать сопротивление. Повысьте свой голос, топните ногой, встаньте на камень. Постарайтесь казаться больше, чем вы есть на самом деле. Даже если зверь выглядит совершенно спокойным, лучше все-таки избежать такого общения. В отличие от многих хищников, у медведей готовность нападать не очевидна. Будьте бдительны, соблюдайте осторожность. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Относительно благоприятной называют обстановку по клещевому энцефалиту в Нерюнгринском районе. Это стало возможным в том числе благодаря вакцинации населения. На текущий момент в районе вакцинировалось почти 4400 человек. Кроме того, на территории района проводились акарицидные обработки всех мест массового скопления людей, что также позволило снизить количество клещей. Всего с начала сезона зафиксировано 54 случая нападения клеща на человека, что практически на 30% меньше показателей прошлого года. 14 случаев завозные, 40 укусов местные. Основные места нападения – лесопарковые зоны и окраины поселений. 33 клеща были отправлены в лабораторию Центра генэпидемиологии, вирусологическую лабораторию в город Якутск. И по итогам обследования этих клещей было установлено носительство клещевого боррелиоза у клещей в 5 случаях. То есть как минимум 10% клещей, которые получаются на нашей территории, они уже имеют носительство и, соответственно, представляют определенную угрозу для людей, которые не охвачены и вакцинацией, и не обращаются своевременно для получения медицинской помощи. Противоречивая ситуация сложилась в строительном округе Якутска. В интернете распространилось видео о самовольно организованной свалке в районе окружного шоссе. Кто виноват в складировании бытового и строительного мусора и какая она, обратная сторона благоустройства, расскажет Надежда Саханская. Видео о самовольной свалке распространилось среди пользователей мессенджеров с начала этой недели. Автор видео говорит о том, что проблема существует уже не первый год. А это кадры, отснятые сегодня. Проблема складирования мусора далеко не в новинку для нашего города. Тем не менее, при возникновении подобных случаев обычно принимаются меры реагирования. Однако здесь ситуация затянулась. В Комитет экологического надзора поступила жалоба, после чего учреждение подведомственное Министерству экологии выехало на проверку. Факт действительно подтвердился. Произведена отсыпка территории приблизительно около 2000 квадратных метров от разбора строений. То есть от сноса зданий была произведена отсыпка, выровнена площадка. Если здание морально и физически устаревает, логичным будет его снести для того, чтобы на этой территории построить что-то новое. Но прежде чем возводить новое здание, необходимо утилизировать отходы старого. Соответственно, отвезти весь строительный и бытовой мусор куда-нибудь на полигон. Такая история могла произойти и в строительном округе города Якутска, однако почему-то все эти пункты не выполняются. И теперь представьте, каково жить жителям близлежащих домов в постоянной ежедневной свалке. А такие люди действительно есть. Иван и Анна Авакумовы приобрели здесь земельный участок еще в 2021 году. И они натуральным образом страдают от такого соседства. Основная проблема заключается в отсутствии доказательной базы. Авакумовы вернулись в город недавно, только после того, как ознакомились с видеороликом и направили жалобу через электронный портал. Тем не менее, именно их обвиняют в складировании мусора. Мы просто купили сперва, не строили. В это время они когда нас нету, ночью им, видимо, отсыпают. Вот где говорят, что на нас все сваливают,
что мы заказали. У нас даже их заказывать средства даже нет. Мы даже забор не можем построить еще. Пока финансово не позволяют, да. В игру вступает и окружная администрация Якутска. Мэрия провела проверку по факту отсыпки территории еще 17 июня и вынесла свой вердикт. Уже 19 июня в адрес правообладателя земельных участков были выданы предписания об устранении нарушений со сроком исполнения до 20 сентября. Что теперь делать семье Аввакумовых, неизвестно. Впрочем, разбирается в этом вопросе и региональная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране окружающей среды. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Однако, сколько бы субботников ни проводилось и как бы усиленно не работали службы городского хозяйства, необходимо помнить простую истину. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Надежда Саханская, Иван Сорокаумов, Якутск. Теплоснабжающая организация «Алдана» продолжает подготовку объектов к зиме. В этом году ремонтная программа основного поставщика коммунальных услуг теплоэнергосервиса насчитывает 48 миллионов рублей. Но этого, по мнению специалистов, недостаточно для решения всех задач. В тему погрузился Руслан Павлов. В этой части города Алдана теплоснабжающая организация ведет замену теплосетей, которые снабжают водой и теплом детский сад, школу и окрестный жилфонд. Только на этом участке заменить нужно 250 метров трубы. В этом году порядка 3 километров трасс будут заменены. И ремонт, общий ремонт по всей нашей ремонтной программе 48 миллионов мы в этом году освоим на ремонт. Ремонтная программа по подготовке объектов тепловодоснабжения к зиме этого года охватывает не только теплосети. Работа идет на котельных, в жилфонде, учреждениях. Как всегда, латаем, смотрим, собираем. Что-то поступило, промываем сети, промывка домов идет. Не хватает денег. Да, это очень большая проблема. То, что постоянные огромные долги, управляющие компании эти деньги собрать не могут, это все уходит в задолженность, потом эти управляющие компании меняют свои вывески, названия, долги эти остаются, это все очень негативно влияет как раз на выполнение ремонтных работ. И все равно это накапливается. Хотелось бы выполнять больше, но, к сожалению, мы не можем, не хватает денег выполнить все необходимые работы. Несмотря на дефицит оборотных средств, в теплоэнергосервисе заверяют, что в рамках финансирования проведут все необходимые и запланированные работы. Это позволит войти в отопительный сезон по графику и предоставлять населению качественные услуги, за которые, как подчеркивают коммунальщики, нужно исправно платить. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это «Якутия день за днем». Мы продолжаем. Будущий Якутии Айсан Николаев наградил учащихся, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ и демо-экзаменов. Не остались без премий и победители Всероссийской олимпиады школьников, а также золотая медалистка игр «Дети Азии» по стендовой стрельбе. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Упорство в учебе приносит победу в бою. Именно этой пословицей можно описать старания выпускников школ и колледжей, получивших по 100 баллов на экзаменах. Еще раз подтверждаю, что мы являемся по праву исследовательским центром образования Дальнего Востока. Наша самая важная задача, чтобы у каждого юного жителя была возможность раскрывать свои таланты, свои способности и непрерывно развиваться. В марте этого года глава Якутии учредил премию 100 тысяч рублей выпускникам и их преподавателям за успешную сдачу государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. В данный момент из рук Айсана Николаева премию получили 10 выпускников. Готовился я, можно сказать, все эти 5 лет, потому что я участвовал в WorldSkills, информационные сети, и дошел до российского уровня. Волнуюсь, и я был удивлен, что смог сдать. Это было шокирующе, можно сказать, и неожиданно. У меня сегодня один выпускник,
который набрал 100 баллов на квалификационном экзамене по специальности инфокоммуникационные сети и системы. Готовились мы очень долго. Мы ездили с ним в Башкирию на соревнования, то есть это был долгий путь, и вот долгожданные 100 баллов. Всего в этом году 13 выпускников колледжей и техникумов сдали демонстрационные экзамены по 9 направлениям на 100 баллов. Ты до сих пор даже не верится, что у меня это получилось. А какие планы на будущее? Планы продвигаться вперед. Сейчас я работаю и работать по специальности, повышать свою квалификацию, работать во благо республики. Эльвира у нас целенаправленно к этому мы шли. В прошлом году Эльвира стала победительницей республиканской олимпиады по нашей специальности. В этом году она стала победителем, заняла первое место в нашем чемпионатном движении «Профессионалы». По традиции наградили и выпускников школ, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов. В 2023-2024 учебном году 26 выпускников успешно сдали экзамены по русскому языку, литературе, базовой и профильной математике, географии, химии, физике. Все они усердно готовились. Репетиторов у меня не было, у меня был мой прекрасный учитель. Подготовка была немного сложная местами. Иногда хотелось просто отдохнуть немного, но все эти старания, все эти усилия, конечно же, оправдались в конце. Мои ученицы – это самые лучшие в нашей школе. Они, значит, и на олимпиадах, и на конференциях. И, естественно, вот как итог этого – это 100 баллов по ЕГЭ по литературе. Как отметила министр образования Нюргуна Соколова, в этом году результаты по сдаче ЕГЭ улучшились. По итогам 23-24 учебного года мы вышли хорошим результатом по уровню высокобальников и в целом средней сдачи единого государственного экзамена. Да? Таким образом, улучшили показатели по 7 образовательным дисциплинам. В 2024 году больше всего 100 баллов получили выпускники, сдавшие литературу – 12 человек, также 6 100-бальников по русскому языку, 5 человек успешно сдали математику, из них 3 по профильной математике. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Благоустройство площади Ленина в Якутске планируют завершить к концу октября этого года. В данное время на участке идут основные строительные и монтажные работы. На каком этапе сейчас реконструкция площади, выяснил Тимур Колмогоров. Центральное место столицы республики преображается. 50 работников строительной бригады практически каждый день работают на реконструкции площади Ленина. Все демонтажные работы завершены. В процессе проходит заливка бетона для установки плиточного покрытия. Тротуарная плитка будет иметь элементы национальных узоров. Большая часть плитки на площади будет выставлена гранитной плиткой. В центре будет показан рисунок Харасхал. Скоро выйдем со стороны Ленина перед ДП-1 и со стороны музыкальной школы. Основные работы ведутся по бетонированию и укреплению амфитеатра, который потом озеленят. Перед ним же будет расположен сухой фонтан, над установкой которого работает бригада подрядчиков из Китая. Сейчас производится заливка последней плиты. Все трубы уже заведены и забетонированы второй плитой. Трубы уже проложены до тех зданий. Сейчас на данный момент там происходит наладка пропускных труб к насосам. По проекту реконструкции, разработанном организацией «Якут-проект», площадь визуально будет разделена на 3 зоны. Зону отдыха озеленят деревьями, кустарниками и многолетними растениями. В центре установят сухой фонтан. Имитация фонтана ночью будет представлять собой светомузыкальный комплекс. По 2 краям площади расставят 12 сергей высотой 13 метров. Благоустройство ведется по программе «Мастер-плана Якутска». Кроме благоустройства площади Ленина, у нас в рамках мастер-плана города Якутска сейчас идут работы по благоустройству набережной озера Сайсары и сквера Матери и набережной имени Романа Дмитриева. Все работы по контракту планируется завершить уже в середине октября этого года. Строители делают все, чтобы успеть в установленные сроки. После благоустройства у жителей и гостей Якутска появится современное и комфортное общественное пространство с национальным колоритом. Тимур Колмогоров, Илья Сыромятников, Якутск.
Найдены фрагменты сооружений якутского острога 17 века. На участке, где ведутся раскопки, планируют возвести новый жилой комплекс. Перед началом строительства по закону должна быть проведена археологическая экспертиза. Работы начаты в мае текущего года. О том, что удалось раскопать специалистам, знает Марфирина Алексеева. Участок, где проводятся археологические работы, располагается между зданием Кафедрального Свято-Троицкого собора и многоквартирным домом по Каландрашвили 8. За 2 месяца раскопок историческая ценность земли подтвердилась. Найдены воеводские подвалы, построенные из судовых деталей. Подвалы располагались внутри острога. Вероятность обнаружения фрагментов самой крепости еще имеется. Главная наша задача – это найти остатки укреплений якутского острога, остатки башен и стен. То, что самое интересное для нас. Пока мы их не фиксируем, потому что вот те постройки, которые мы видим, это постройки внутри крепости. Судя по планам историческим, это подвалы воеводские. То есть это погреба для хранения продовольствия, каких-то вещей ценных. То есть склады. Это склады. А саму башню и остатки стен мы пока здесь не фиксируем. Мы надеемся их, как говорят, поймать, в слой, увидеть на южном участке раскопа, который пока не вскрыт. Найдено около 700 археологических находок, принадлежащих быту от 17 до 20 веков. Это ножи, гвозди, монеты, пуговицы, фрагменты керамической посуды, украшений и многое другое. Анна Яровая – главный лаборант археологических раскопок. Через ее руки проходят все находки, которые она бережно очищает, обрабатывает, датирует, затем упаковывает. Буквально вчера был найден деревянный сосуд, который предстоит обработать. Сейчас они помыты, сушатся. Вот такая вещь. Это называется бандарная клепка. Это досочка от, получается, бочки. Здесь есть прорези. Сюда вставлялась либо донце, либо крышка. То есть бандарные изделия от любой другой доски можно отличить именно вот по этой вот прорези. Найдены хорошо сохранившиеся фрагменты посуды из китайского фарфора, по которым можно считать рисунок и форму сосуда. Специалисты отмечают этот факт редкостью. Также под зданиями раскопаны ритуальные останки животных, которых специально туда закладывали. Под постройки закладывали на удачу кости животных. Это как бы приносило доход. Не доход, правильно, благосостояние в дом. Вот. И поэтому это очень древний обычай, и как бы до наших времен он дожил фрагментально. Вот. Когда-то прям очень давно туда это была как жертва прям. На раскопках работает большая команда. Помимо сбора и обработки материалов, проводится фиксация и оцифровка всех процессов. Помимо того, что нам нужно извлечь материалы из земли, нам нужно их еще и зафиксировать. Собственно, мы фиксируем в виде ортофотопланов, а потом выполняем технический чертеж, на котором будут все конструкции, также находки, слои культурные обозначены. Рабочая экспедиция прибыла на раскопки с города Нефтеюганск. Делится, что погружение в быт и культуру народов всегда очень интригует и увлекает. К примеру, сейчас они впечатлены якутским ледником, который раскопали в идеальном состоянии. Строительство ваших ледников, оно естественное. Использование мерзлоты, умение приспособиться к природным условиям. Несмотря на то, что природные условия такие суровые, подладить их под свои нужды. Это, пожалуй, самое такое удивительное. Надеюсь, послужит будущим поколениям как пример соображалки, что называется, народной. Да? В конце 17 и весь 18 век на территории располагался административный и политический центр города. Нес службу военный гарнизон, находилась воеводская канцелярия. Тот самый острог, где ведут раскопки, просуществовал до 1922 года. Последняя башня сгорела в 2002 году. И сейчас есть надежда, что город приобретет новые следы исторического наследия республики. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. В Москве в парке Коломенское с размахом отметили якутский национальный праздник Эсэх. Он прошел уже в 17-й раз и объединил тысячи гостей. Эсэх на этот раз посвятили году семьи и детства. Подробности в сюжете. Якутский хамус.
Якутские наряды. Это мой рядовой наряд якутский, он мне очень нравится. И, конечно, якутские обряды. Чтобы прикоснуться к традициям Якутии, получить благословление верхних божеств Аи, Алгасчит просит у светлых духов милости и благости. Несмотря на прогнозы синоптиков, ветер стих и вышло солнце. Это к добру, небеса услышали. И куда же без танцев? А Сохой объединил всех в дружный хоровод. Я очень люблю вообще посещать Исэх. Каждый раз так за душу берет, как будто на родину возвращаюсь. Исэх, как известно, место встреч, и было очень приятно здесь встретиться с теми, с кем я давно не виделась, хотя мы все живем в Москве, в одном городе. Вот так, Якутия, мы тебя любим! Ура! Главное содержание праздника – семья. В Коломенском показали свадебный ритуал – одевание невесты. Поверх платья полупальто, украшения, аксессуары. И девушка готова на выданье. Главное – это институт семьи. Да, как никогда в этом году объявлен год семьи в Российской Федерации. И я думаю, все зависит от семьи и от сохранения наших именно традиционно-духовных ценностей. На протяжении всего дня гостей ждали концерты, конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания. Свое творчество представили и мастера народных промыслов. Лейтмотив праздника – единение. У нас здесь 3 героя Российской Федерации пришли сегодня с нами разделить этот праздник. И этот алгыс обязательно поможет нашим воинам приблизить нашу большую победу. Очень сильно зарядился энергией, потому что напомнила мне родной дом, а я очень сильно скучаю по своей республике и люблю ее. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Гуляния продолжались до самого вечера. Гости не спешили расходиться. Многие пообещали вернуться в Коломенское через год, чтобы вновь закружить в танце Асохой, получить благословление Алгыс и почувствовать тепло родной Якутии. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Такой увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия день за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.